Это вот одно направление, да, один фронт. Да. Но есть еще другие, не знаю, мне кажется, не менее важные фронты, на которых тоже нужно вести работу, на которых тоже нужно вести войну. Надо вернуть оккупированные территории. Конечно, Надо вернуть Донецк, Луганск, Крым. конечно, это правда. Вопрос, как возвращать, вопрос, с кем возвращать. Одним возвращать или с кем-то, или работать на то, чтобы поддержал мир Украину и давил на Путина. Мы же видим сейчас, как санкции работают, да, это как тонкая партия в бильярд. Бьешь по одному шару, он там делает карамболь, бьет и в лузе. Да, вот сейчас начинаются в России серьезные разговоры о том, что крупнейшие олигархи, да, те, кого не трогали все эти годы путинские, теперь они тоже под санкциями, теперь они тоже должны платить за существование такого порядка в России, который там сложился. Это тоже, это, конечно, важный вопрос. И без четкого артикулированного желания Украины вернуть это все, никто помогать ей тоже не будет. Но ведь смотри, но ведь четкого артикулированного желания, если вот с точки зрения западных политиков, наблюдателей смотреть, не всегда мы видим это четкое артикулированное желание. Мы слышим какую-то ругань по поводу национальной автономии крымских татар. Но это вообще мне непонятно. Вот, кстати, вот тут я считаю, что это вопрос, не подлежащий даже обсуждению. Ну, то есть гражданин Украины или человек, сочувствующий Украине, друг Украине, выступать может и должен за автономию крымских татар, безусловно. Ошибка уже раз допущенная украинским руководством, должна чему-то научить. Если бы автономия была объявлена, как к этому призывал Царство Небесное Вячеслав Черновол, да, один из пророков украинской государственности, и человек трагический, и непонятно до сих пор, каким образом ушедший от нас. Если бы автономия была создана в самом начале независимости, в начале 90-х, аннексии Крыма не было бы. Я в этом глубоко убежден. Поэтому все, кто сейчас как-то подвергает сомнению этот очень понятный способ, и в том числе и извинения перед крымско-татарским народом, который так и не получил своей сатисфакции вообще ни за что пережил в 20 веке. Ну, вообще ни за что, да. То есть приехали в степь, в камни.